14 марта в Сосногорске произошло, наверное, одно из самых знаковых и самых долгожданных событий. Был заложен первый символический камень нового железнодорожного вокзала. Почетное право открыть памятный знак было предоставлено главе Республики Коми Сергею Гапликову и начальнику Северной железной дороги Валерию Танаеву. Обращаясь к сосногорцам, Валерий Танаев отметил, что руководство Северной железной дороги берет на себя обязательство сделать новый вокзал лучшим. Российские железные дороги, компания «Российские железные дороги» берет на себя обязательство сделать вокзал. И вокзал самый лучший, потому что проектирование этого вокзала идет по новым технологиям, так называемым BIM-технологиям, которые позволят нам дальше работать над северным регионом и развивать этот регион. Дорогие мои, я вас поздравляю. Действительно, слова не расходятся с делом. Я уверен, что Валерий Фаридович и все сотрудники компании выполнят взятые обязательства, а мы всем, чем можем, конечно же, поможем. Уже могу сказать, что договорился по поводу здания почты, его снесут. Мы решим этот вопрос, и будет хорошая площадь. Мы в новом месте, в удобном, все сделаем так, как нужно. Поэтому все будет замечательно, все будет хорошо. Я думаю, что мы еще не успеем состариться, у нас все будут преобразования на лицо. Поэтому я всех вас поздравляю, всех нас поздравляю. И давайте дождемся этого уникального события, когда мы разрежем ленточку и войдем в этот новый уютный вокзал. Деревянное одноэтажное строение на сегодня – это самый старый вокзал в республике. Он построен в 1942 году прошлого века, когда по Северо-Печорской магистрали прошел первый поезд. Строительство нового вокзала сосногорцы ждали не один десяток лет. Вокзал новый ждут в Сосногорске люди еще очень давно. Первым был я назначен в 1989 году. Мечтали в это время вокзал новый строить. Начальник отделения был Питченко. И вот с того времени уже прошло 30 лет. И сегодня мы видим, что заложен камень нового вокзала. Но когда он будет построен, это вопрос. Но я думаю, годика через он будет готов. Я была еще маленькой девочкой, когда приходила к своему отцу на работу, он открывал мне большой альбом и показывал новое здание железнодорожного вокзала. Это было давно. И вот прошло очень много лет, а наш вокзал все-таки так и стоит. И сегодня совершилось очень важное событие для всех жителей нашего города. И мы этим очень гордимся, этого очень ждали, очень надеемся, что действительно вокзал будет новый, красивый, комфортный для всех жителей нашего города и для пассажиров, которые будут и транзитными, и просто будут приезжать, и встречать своих близких и любимых родных. Поэтому мы очень-очень гордимся и рады этому событию. Вокзал очень нужен. Это замечательное событие, конечно, что заложили камень. Я надеюсь, что в следующий раз, через 3 года, мне не будет стыдно подъезжать на поезде со своими спутниками и показать, что это наш вокзал. Новое станционное здание будет возведено к 100-летию Республики Коми, которое будет отмечаться в 2021 году. На время строительства на станции возвели модульное здание из 4 блоков. Здесь разместится небольшой зал ожидания, билетная касса и дежурный по вокзалу. Новый вокзал по проекту – это также одноэтажное здание в классическом стиле вместимостью 50 пассажиров в сутки. Кроме зала ожидания, касс и камер хранения, в нем предусмотрены буфет, комната матери и ребенка, санитарное помещение. Вокзал будет доступен для всех категорий граждан. Как подчеркнули официальные лица во время торжественного мероприятия, строительство Сосногорского вокзала знаковое как для РЖД, так и для республики. А Сергей Гапликов даже обозначил это событие исторической вехой в развитии Севера и в будущем Арктики. Инвестиции, которые мы будем привлекать, они в первую очередь рассчитаны на наличие логистики, на наличие таких транспортных магистралей. Поэтому опережающими темпами, как сказал президент в своем послании, должна быть создана инфраструктура, которая позволит за собой тащить крупные инвестиции и быть в том числе не только логистикой, но еще и транзитным соответствующим магистральным путем, который свяжет у нас активно наши соответствующие арктические территории быстро развивающиеся, нашу соответствующую возможность выхода на сегодня современные порты. И, конечно, азиатские те наши партнеры, которые сегодня будут активно в этом участвовать, тоже будут иметь возможность доступа к этой инфраструктуре. Поэтому это, конечно, уникальный проект, это действительно проект глобальный, который, мы надеемся, будет решен. И, конечно, у нас будут уже совсем другие возможности. А Сосногорск, центр, как он и был, железнодорожной всей этой инфраструктуры, так он и остается.
В этот же день главой региона и начальником Северной железной дороги в Сосногорске было подписано соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает плотное взаимодействие властей республики с РЖД в развитии транспортной инфраструктуры, пассажирских перевозок, безопасности поездов на 2018-2022 годы. Так, соглашение закрепляет намерение сторон совместно решать вопросы по развитию пассажирских перевозок, определять размеры субсидий компаниям-перевозчикам, а также совместно работать над развитием железнодорожных объектов, станций, вокзалов, остановочных пунктов и перронов. В соглашении отражены и вопросы безопасности движения, медицинского обслуживания, содержания социальных объектов и профилактики травматизма на железной дороге. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске готов на 80%. Сегодня на объекте ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей, установке сантехнического и вентиляционного оборудования. Строительно-монтажные и отделочные работы планируется завершить к первой декаде апреля. Весной начнутся работы по благоустройству территории. Завершить их должны к 1 июня текущего года. Глава Коми Сергей Гапликов поручил руководству Минстроя и службы единого заказчика Республики Коми строго контролировать качество и сроки выполняемых работ. На стройке тепличного комплекса в Сосногорске завершается монтаж свайного поля. По словам генерального директора комплекса Павла Трусагина, строительство объекта будет завершено в третьем квартале 2018 года. Работы ведутся без отставания от графика. Параллельно идет поставка оборудования. К концу мая подрядчик планирует завершить монтаж металлоконструкций и остекление теплиц. Виновник смертельного ДТП в Сосногорском районе, водитель ленд-крузера, за год 24 раза привлекался к ответственности. Из них 21 раз за превышение скоростного режима, сообщает Коминформ. Напомним, авария произошла утром 15 марта на трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар. Водитель внедорожника в условиях снегопада не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной Kia. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. Его пассажир получил тяжелые травмы и сейчас находится в больнице. Пострадали и 4 пассажира Тойоты. Пожар в Сосногорске на улице Гипсовый рудник локализован, но работы огнеборцев продолжаются. Напомним, сообщение о возгорании в доме номер 11 по улице Гипсовый рудник поступило на пульт ЕДДС 15 марта около 5 часов вечера. Выехали, значит, туда 4 пожарных автомобиля и 14 человек личного состава. Пожар локализовали. На сегодняшний день, значит, отделом надзорной деятельности проводится проверка по данному факту, устанавливается причина пожара. В сгоревшем доме было 6 квартир, в 5 из них проживали люди. Уже вчера, была проведена работа с ними, кто-то разъехался по родственникам. Ну а сегодня уже, соответственно, они пришли, подали через комитет по управлению имуществом, подали заявление, которые изъявили желание действительно переехать. Им были выданы комнаты из фонда временного жилья. Семьи согласились переехать в маневренный фонд на Лесную 11 и в Устюхту. Еще одна семья от предложенного жилья отказалась. По личным заявлениям граждан, согласно постановлению администрации Сосногорского района, им будет организована единовременная выплата материальной помощи. Обильные снегопады, которые принес в республику циклон, добавил работы коммунальщикам. Только за последние 3 дня в Сосногорском районе выпало 60% месячной нормы осадков. Подрядные организации прилагают все усилия для борьбы со снежными заносами. Организовано круглосуточное дежурство уборочной техники и персонала. Подрядчики практически полностью перешли в круглосуточный режим работы. Сегодня, 16 марта, снегоуборочная техника работает в поселках Ирайоль, Поляна, Верхнеижемский, а также в селе Устюхта и в деревне Пожня. В субботу, 17 марта, техника будет работать в поселках Керки, Вис и Малая Пера. Что касается дворовых территорий в городе, то это зона ответственности управляющих компаний. Управляющими компаниями также разработаны графики уборки дворовых территорий, и граждане могут позвонить на диспетчерские службы управляющей компании и уточнить о сроках выполнения работ в конкретной их дворовой территории. К слову, осадки сохранятся и в ближайшие выходные. Так, в субботу, по прогнозам синоптиков, снегопад ожидается в первой половине дня. Температура воздуха составит 12-14 градусов мороза. В воскресенье осадки маловероятны. Температура воздуха 16-18 градусов ниже 0.
Обсуждение проектов по программе формирования комфортной городской среды вышло на финишную прямую. Напомним, по итогам общенародного голосования финалистами стали 3 объекта – Сквер Победы, мини-парк по улице Зои Космодемьянской и площадь имени Гагарина. Для каждого из них составлено по 2 дизайн-проекта. Так, например, первый вариант благоустройства мини-парка с гномами подразумевает увеличение игровой зоны. Жемчужиной парка станут 2 арт-объекта – пещера с драгоценностями и сказочный сундук. По второму варианту в парке может появиться настоящий сказочный городок, а также игровая площадка для детей младшего возраста со специальным мягким покрытием. На площади имени Гагарина в соответствии с первым дизайн-проектом запланировано выравнивание асфальтового покрытия и укладка брусчатки по периметру площади, новые цветники и деревья. Кроме этого, появится парковка для автовладельцев. Второй дизайн-проект предполагает полную замену асфальта на брусчатку. Главной отличительной особенностью этого проекта является наличие в нем сцены. Если таков будет выбор сосногорцев, то летом на площади Гагарина можно будет проводить уличные концерты. Оба проекта площади предполагают реставрацию памятника первому космонавту Юрию Гагарину. Хочется, чтобы у нас была площадь Гагарина, соответствовала, как говорится, современности, да, чтобы она была брусчатка там была, чтобы была сцена, чтобы можно было в какой-то выходной люди пришли и получили удовольствие на этой площади. Практика предварительных обсуждений показала, что люди выбирают объекты осознанно и с душой, вне зависимости от места своего проживания. Проживаю в Сосновке, поэтому, конечно, ближе мне площадь Гагарина, но символически хочу тоже подумать насчет благоустройства в ЖД-части парка имени Семейный парк, где гномики. Ну что там тоже вроде и красиво, и деток много, и как-то Так что будем решать 18 марта. Окончательное голосование состоится 18 марта, когда каждый житель сможет не только отдать свой голос за одну из 3 территорий, но и выбрать понравившийся дизайн-проект. Уже в это воскресенье, 18 марта, вся страна будет выбирать президента Российской Федерации. Выборы – это отличный повод выйти из дома всей семьей, поучаствовать в творческих и спортивных праздниках. Приятно провести время в кругу близких и друзей, а самое главное – стать частью общего дела по определению будущего своей страны. Так, на всех избирательных участках Сосногорска с 9 утра до 3 часов дня будут работать комнаты здоровья. Здесь все желающие смогут измерить давление, уровень глюкозы в крови и получить первичную консультацию медика. С 10 до 11 утра можно будет задать свой вопрос депутату. Начиная с 11 часов свою работу начнут различные открытые уроки и мастер-классы. Можно будет принять участие в школьном референдуме по поводу введения пятидневки в начальных классах. Родители старшеклассников смогут пройти пробный ЕГЭ. Много интересных конкурсов, викторин, зимних забав, а также возможность покататься на лошадях. И все это еще не полный список планируемых мероприятий, которые пройдут 18 марта прямо на избирательных участках нашего города. Полный график работ тематических площадок будет опубликован в газете «Заря Тимана» от 17 марта. Стоит также отметить, что каждый проголосовавший на выборах 18 марта получит подарки. В социальном проекте «Я выбираю» может участвовать каждый житель Республики Коми от 18 лет и старше. Для этого необходимо принять участие в голосовании и получить подарок от одного из партнеров проекта на выбор. Так, например, это может быть билет в кинотеатр «Юбилейный» или городской дом культуры «Горизонт», 50% скидка на катание в Ледовом дворце «Звездный». Или вовсе можно получить скидку на покупки в магазинах торговой сети «Союз». В общем, приходите на выборы всей семьей, поддержите своего кандидата и проведите время с удовольствием и с пользой.